2015 год объявлен годом литературы. Наши ученики и ученики первой школы активно участвуют на городских и литературных конкурсах чтецов. Недавно они стали лауреатами городского конкурса чтецов «Строки, опаленные войной» и республиканского конкурса «Живая нить памяти». И стали там дипломантами первой и второй степени. Сегодня они прочтут любимые стихотворения о войне. И ученики моего 9 класса присоединяются к акции «Ясия», посвященной году литературы. Я читаю стихотворение Андрея Дементьева «Алешенька». Я выбрала это стихотворение, потому что там показаны все переживания матери, у которой не вернулся сын с войны. Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив-здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. И ждала, вот-вот сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны. Я читаю стихотворение Михаила Ясеня «Письмо из 45-го». Я выбрал это стихотворение, потому что очень много солдат погибло, молодых солдат погибло на войне. Они были практически моими ровесниками, и это стихотворение, оно близко мне по душе. «Я шлю тебе письмо из 45-го. Взгляни на снимок, сверстник дорогой. На нем я вместе с нашими ребятами. Ты посмотри, какой я молодой. Спецкор газеты фронтовой навысмотрел. И, щелкнув лейкой, адрес взял с собой. А мы опять пошли туда, где выстрелы. Ты посмотри, какой я молодой. А вокруг весна, небо синева, солнце бьет в глаза и нежна листва. Нам бы жить да жить, жить бы да любить и любовь дарить на земле. А мы опять пошли туда, где выстрелы, где взрывы мин и бомб зловещий вой. Пошли вперед, чтоб победить, чтоб выстоять, пусть даже самой страшной ценой. Земля стонала, вся в крови, в пожарищах, и мы за жизнь вели жестокий бой. И рядом на земь падали товарищи, и каждый был такой же молодой. А вокруг весна, небо синева, солнце бьет в глаза и нежна листва. Нам бы жить да жить, и любимым быть, и детей растить на земле.
Я не слыхал, как злая пуля свистнула, как я упал и стал землей седой, как обелиском стал и песней чистою. Ты посмотри, какой я молодой. Я говорю с тобой из 45-го. Взгляни на снимок, я на нем живой. Не допусти же вновь войну проклятую, пусть будет мирным небо над тобой. Нам бы жить да жить, жить бы да любить и любовь дарить на земле. Нам бы жить да жить, жить бы да любить, этот мир сберечь навсегда. Эдуард Асадов. Письмо с фронта. Почему я выбрал это стихотворение? Потому что война — это очень страшное дело. И мне до какого-то момента было непонятно, почему люди сражались. Но они сражались за людей, которых искренне любили. За жен, матерей, дочерей. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю сыновний привет. Тебя вспоминаю. Такую родную, такую хорошую. Слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку. Немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если мне физик бывало, суровую двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал. Мы были беспечными, глупыми были. Мы все, что имели, не очень ценили, а поняли, может, лишь тут, на войне. Приятель, книжки, московские споры, все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так, возвратимся, оценим вдвойне. Сейчас передышка, садясь у опушки, застыли орудия, как стадо сынов. И где-то по мирному в гуще лесов, как в детстве, не слышится голос кукушки. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру, и пусть между нами сейчас километры. Ты здесь, ты со мной, родная моя. В холодной ночи, под неласковым небом, склонившись, мне тихую песню поешь. И вместе со мною к далеким победам солдатской дорогой незримо идешь. И чем бы в пути мне война не грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила, и утром, не дрогнув, я в бой ухожу.